Большие заводы должны потесниться. Башкирия держит курс на развитие фермерства. О важности малого и среднего агробизнеса для республики заявил министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов. Фермеры уже производят у нас 15% всей продукции. По зерну более 30% фермеры производят. Подсолнечник 25%, сахарная свекла 20%. Но и самое интересное, за последние годы количество фермеров и производимой ими продукции растет, имеет, я бы сказал, даже тенденцию устойчивого роста. Одна проблема, очень большая проблема, это нехватка компетенций. Это недостаточно современных компетенций, которые мы могли бы научить наших сельских предпринимателей, наших инсайтеров, наших молодых людей, бывших студентов. Решить эту проблему призвана «Школа фермера» – бесплатная двухмесячная обучающая программа, начавшаяся недавно в 4 регионах России, включая Башкирию. Принять в ней участие могут как те, кто только хочет начать вести агробизнес, так и сотрудники уже действующих фермерских хозяйств и кооперативов. Из более чем сотни претендентов было отобрано 30. При этом предпочтение отдали тем, кто не просто разводит животных, а создает собственные продукты. Крафтовый продукт – это новая тенденция сегодня на рынке, когда горожане могут купить не в какой-то федеральной сети непонятно какой продукт, а именно башкирский продукт с понятным местом производства, с понятной географией. И, естественно, это сделано башкирскими руками, это очень важно. Школа фермеров пройдет на базе Башкирского аграрного университета. Первая часть обучения, теоретическая, будет касаться вопросов ведения бизнеса, финансов и документов. За ней последует практика. Так, одно из направлений подготовки в школе фермера – производство сыра. Ученики смогут поработать в университетской сыроварне. Здесь делают мягкие итальянские сыры. Начать сырный бизнес хочет Наталья Мананкова из Уфимского района. Больше года она изучала российские, европейские и восточные сырные рецепты. Теперь из молока своих коз Наталья делает разнообразные сыры. Это халумия, это рикотта, естественно, это качота, полутвердые сыры с различными добавками, адыгейский, очень вкусный, полезный сыр. Также делаю белперкноли, шевры из козьего молока. Это самый вкусный сыр, самый полезный. Сейчас сыры, которые делает Наталья, едят только ее родные и близкие. В школу фермера женщина пришла, чтобы расширить свое производство и начать торговать. Хочется, чтобы побольше людей попробовала натурального продукта. У нас же на полках наших магазинов, сами понимаете, консерванты. Я даже не знаю, с чего начать. Хорошо, что есть в школе направление ведения, теоретическое и практическое ведение бизнеса с нуля. Это то, что мне нужно. Это то, о чем я как раз думала, как будто меня услышали. Велена Давлетова представляет в школе свой кооператив – объединение фермеров из Чешминского и Давлекановского районов. Они делают мясные продукты, которые затем продают на ярмарках и в нескольких собственных лавках. Велена не новичок в бизнесе, но с помощью школы фермера она надеется решить новые проблемы, встающие перед кооперативом. Первая проблема любых хозяйственников – это сбыт. Скажем, многие фермеры, которые у нас объединились в кооператив, у них основная проблема была в том, что они продавали мясо перекупом. Соответственно, цены снижались, сбивались. Сейчас, на данный момент, у них проблемы сбыта нету. Проблема у нас сейчас в кооперативе – это обеспечить свой же кооператив должным объемом сырья. Школа фермера – это официальная учебная программа. Ее выпускники получат дипломы о профессиональной переподготовке. А в качестве итоговой работы каждый фермер разработает бизнес-план по развитию своего хозяйства. Подразумевается, что в дальнейшем его можно использовать для привлечения инвесторов или участия в грантах. Артем Валитов, Руслан Габидуллин, телеканал ЮТВ.